Небольшая двухэтажная пристройка и теплица рядом. Вот уже 22 года в этом здании располагается единственный сохранившийся до наших дней Центр экологического воспитания детей. Проще говоря, живой уголок. В начале 90-х руководство интерната открывало его с одной лишь целью – чтобы через общение с братьями нашими меньшими лучше адаптировать к жизни своих воспитанников. Здесь ребята учатся заботиться о ближних, расширяют кругозор и просто видят, что такое ласка и любовь. У нас дети коррекционные, сложные. То есть у всех в свое время прошла какая-то жизненная проблема, жизненные неурядицы, будем так говорить. И вот когда дети приходят на наш кружок, когда они приходят сюда, вы бы видели их глазки. То есть они у них светятся, у них какая-то появляется дополнительная доброта и вот ласка. Сейчас в живом уголке несколько сотен различной живности, и это не считая рыбок в аквариуме. Их, к слову, тоже немало. Меченосцы, гуппи, золотые – всех не перечислить, а еще черепахи и даже королевский питон. Видите, у него глазки белые. Что это скоро будет линять. Они 2 раза в год линяют. Впрочем, несмотря на свой царственный статус, этот змей не из крупных, всего 1,5 метра в длину, и больше уже не станет. Да и, ко всему прочему, для окружающих питон абсолютно безобиден, за что и получил от воспитанников интерната совсем не королевскую кличку – Шнурок. Ну, наверное, потому что заворачивается в шар. Наверное, поэтому. А ты не боишься брать его в руки? Боюсь, потому что он скользкий и мало ли. А еще здесь достаточно пернатых, самых ярких расцветок и мастей. В этом многоголосии в своих клетках тихонько посапывают кролики и шиншиллы. Их местная детвора, кстати, особо любит за кроткий нрав и пушистую шерстку. А вот так шиншилла, к примеру, принимает ванну. Вместо воды в купальне специальный вулканический песок. Вольготно в гамаке проводит дни хорек Машка. Разморенная поза – это скорее обманка. Эта хищница всегда на стреме и только и ждет, когда отворится клетка. Но, пожалуй, самый главный экземпляр здесь – ежик. Ну вот она вас пугает. Имя ей Шершуня, и она негласный символ всего Эжвинского района. И вообще, 2018 по славянскому календарю год ежа, а еще это год волонтера. И этих добрых людей в живом уголке сейчас очень и очень ждут. Мы сегодня решили как можно больше привлечь внимание к нему, то есть со своей стороны помочь руководителям вот этого кружка, руководителям, нашим детям о том, чтобы сюда пришли различные общественники, различные дети с родителями, для того, чтобы посмотрели, ознакомились с нашими питомцами. Мы не платим какой-то денежной платы за посещение, мы просто призываем их прийти, познакомиться, показать детям наших питомцев и принести с собой какой-то корм, принести с собой различные зелень, капусту, то есть вот все то, чем можно подкормить наших питомцев. А еще здесь ждут меценатов, людей, которые готовы поддержать уникальный в своем роде контактный зоопарк и помочь ему с ремонтом помещений. Руководство школы-интерната убеждено, такие живые уголки в образовательных учреждениях нужно обязательно сохранять. Но сделать это не всегда просто. Любовь Лапина, Василий Янин, телеканал Юрган.